следует исследователю работать в архиве. И еще в архивах огромная масса дел еще не поднятых. Вот в свое время я, может, вы тоже обратили внимание, пытался обработать материал по одному Ордатскому району в разных там границах, потому что менялись. А ведь этих районов очень много. И вот надо по каждому району скрупулезно изучить, все-таки по каждому селу вот эти списки поднять. Это огромная работа, но ее кто-то должен сделать, наверное, все-таки. Посмотреть, сколько прошло через эти списки раскулаченных, сколько были раскулачены, какое количество, кто из них был раскулачен, какое количество, кто был из них выселен за пределы Мордовии. Вот чтобы правда, она восторжествовала. А по поводу вот вашего предложения увековечивания памяти репрессированных в годы, скажем, 20-е, годы советской власти, особенно там 20-е, 30-е годы, послевоенный период, конечно, эти памятники должны быть поставлены, и в том числе в тех местах, где есть такие вот захоронения расстрелянных прежде всего. Но и кроме того, ведь многие крестьяне, которые были раскулачены, выселены и где-то сгинули, там нет никаких могил. Памятник должен быть, конечно, вот и раскулаченным, прежде всего крестьянам, погибшим от голода, именно в целях того, чтобы будущие поколения знали об этом. И музей этому может поспособствовать, где можно объединить разные уровни жертв. Да. Должны быть какие-то выдержки, ведь документов очень много, списки раскулаченных, выселенных, они есть в архиве, и архив может в этом помочь. А что касается, вот уж последняя реплика, вот тут памятник руководителям АГПУ. Да, вы его цитируете, кстати, его доклады. Да. Ну, я хочу сказать, я не буду говорить там за или против я реабилитации таких людей. Конечно, вот Лаптун Владимир Иванович в последнее время в журнале, по-моему... О Красовском, да? Да, о Красовском написал, конечно. Интересно, эти же люди, действительно многие из них прошли гражданскую войну. И потом в годы войны, кто выжил, воевали. То есть тут, видите, как происходит. Человек, который раскулачивал, расстреливал, мы должны его осуждать. А он в годы войны, например, защищал Родину и погиб в годы войны. Был награжден медалями, орденами. Человека, которого раскулачили, который должен был мстить этой власти, он тоже брал оружие, его призывали в армию, и он воевал или погибал, защищая Родину, или орденами, приходил с орденами и медалями. То есть вот нельзя так однозначно осудить тех или других. Ну, именно репрессии осудить. Именно вот репрессивные массовые операции. Конечно, да, нужно осуждать. И вместе вот с памятниками таким руководителям правоохранительных органов надо ставить памятники и тем, кто был репрессирован, раскулачен, расстрелян. В чем они были виноваты? В том, что они трудились на своей земле, то, что они жили зажиточно, да это хорошо, любая власть должна была это поддерживать. Но, к сожалению, тот период был несколько другой в нашей истории. Спасибо вам большое, Вам спасибо. Тимофей Дмитриевич.